Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала АТР, в прямом эфире, подчеркиваю, телеканала АТР Прайм. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для Крыма, Украины и человечества темах и приглашаем наиболее знающих собеседников. И сегодня я очень рад, что согласился выйти на прямую связь из Соединенных Штатов Америки человек, политические прогнозы которого, точнее, результаты политической аналитики которого имеют свойство сбываться. Я думаю, что все уже догадались, о ком идет речь. Это Юрий Швец. Юрий Швец, витаю вас. И приветствую всех ваших зрителей. Я отдельно хочу, Юрий, вас поблагодарить за то, что вы уделяете внимание украинской аудитории и акцентированно аудитории крымской, которая находится в самом тяжелом, наверное, информационном положении сейчас. Это чрезвычайно важно. Вас много смотрят, к вашему мнению прислушиваются, как на оккупированной части временно Украины, так и на неоккупированной. Благодарю вас искренне. И спасибо за внимание. Я люблю вашу аудиторию. Спасибо, я тоже. И вашу. Да, и, кстати, пользуясь случаем, кто-то еще не знает, наверное, в мире есть в каких-то уголках, нас смотрят в разных странах, там, даже в Южной Америке, в Новой Зеландии. Кто-то еще не подписался на канал, на YouTube-канал Юрия Швеца, эту ошибку легко выправить прямо сейчас, вот, подписавшись, зайдя и посмотрев, например, на последнее видео аналитическое. И вот с него я хочу начать, если позволите. Да, конечно. Вот абсолютно нет сбоя в логике вашей на все протяжении времени, когда я за вами слежу, за вашей аналитикой. Но даже мне, человеку, который это абсолютно признает, да, и соглашается, все-таки показалось немножко совсем уж оптимистичным заголовок последнего видео, который звучит так: «Вторжения в Украину не будет, Кремль просит пощады и запросил у США мира». Тут просто в заголовке, по крайней мере, уверенность стопроцентная. А можно ли уточнить? Заголовок — это и есть заголовок. Я как старый газетчик знаю, что там всего в заголовок не впихнешь. Вот. Почему вы пришли к такому выводу? И сколько все-таки вы оставляете, какую вероятность на непредсказуемое развитие событий, скажем так? Я не знаю, стоит ли здесь сейчас рассказывать о всей той истории, на основании которой я пришел к этому выводу. Кто захочет, может посмотреть у меня на сайте. Да, конечно. Скажу лишь кратко просто. Осенью 1962 года, во время Карибского кризиса, когда мир стоял на грани термоядерной войны, оказалось, что между Белым домом и Кремлем практически нет никаких коммуникаций. И все это катилось само по себе к катастрофе, казалось, никто не может остановить. И вдруг встречаются два человека в одном из бара Вашингтона. Это был сотрудник Вашингтонской резидентуры КГБ, внешней разведки, а с другой известный американский журналист. Они сели, поговорили. КГБшник сказал журналисту, что в Кремле не хотят войны, хотят это дело все спустить на тормозах, надо говорить. Журналист побежал в Белый дом, установился контакт между Робертом Кеннеди, братом президента, послом Добрыниным, и пошло-поехало. И вот сейчас я увидел нечто подобное. Есть такой человек в России, кто смотрит еще российские каналы, есть у них там такая пропагандистская канал, но который, кстати, от остальных отличается попыткой показать что-то, нечто вроде анализа. Вот там выступает некий Дмитрий Саймс. Так вот, этот Дмитрий Саймс – это один из самых давних кротов Кремля в Соединенных Штатах Америки. Его туда инфильтрировали еще в 1974 году. Инфильтрировал лично господин Примаков, который в то время был нашим агентом, нашего отдела. Позже, когда в конце 80-х его личное дело агентурно лежало у меня в кабинете. Так вот, он его, инфильтрировал в Соединенные Штаты с целью проникновения, сделать его, так сказать, каналом связи и агентом влияния. И вот где-то 4 февраля появляется его статья в издании в Вашингтоне, которая, в общем, никто его практически не читает и правильно делает, но это те месседжи, то есть тот канал реализации активных мероприятий, как это называется на
профессиональном языке, через который, когда надо, из Москвы в Вашингтон направляются месседжи или послания, так сказать. И вот я прочитал это послание, это своего рода аналитическая статья, которая там прямо ссылается автор, вот этот же Дмитрий Саймс, оригинальная фамилия Симис, стал Дмитрий Саймс 1974 года, и там с прямой ссылкой на Патрушева и на других людей из Кремля он посылает месседж Белому дому. И месседж номер 1. Мы не собираемся совершать массированное нападение на Украину. Почему я вынес это вперед? Я дальше продолжу. Это не значит, что вообще ничего не будет. Но массированного вторжения, которого многие опасались последние 2 месяца, категорически не будет. Я не могу себе представить, что это какая-то хитрая борьба, дезинформация, потому что дезинформация со ссылкой на Патрушева, публичная, так сказать, в Вашингтоне, это не проходит. Это не тот человек, имя которого можно использовать в суе, понимаете? И вот там дальше анализируется, почему. Подробно объясняется, почему этого не будет. Ну, судя по всему, иногда это открыто объясняется, иногда это, так сказать, иносказательно. Короче говоря, то, что я вынес оттуда. Кишка оказалась тонка. Это блеф. И в окружении, по крайней мере, на уровне Патрушева понимает, что блеф не удался. Блеф одного человека. И вы знаете фамилию этого человека. И мы знаем песню про него тоже-то. Да, замечательная песня, кстати. Можно на Евровидении выступать. Вот, то есть там все уже понятно. И вот они просят помочь им у Белого дома, как выйти из этой ситуации. То есть массированного вторжения не будет. Но это не значит, что они, то есть кремлевские, то есть, как они говорят, вторжение может быть только в том случае, если Украина нападет на Россию или на Ордло. Вот так. Но мы же понимаем, что может быть Гляйвиц, может быть ими же организованная провокация, которая будет использована. То есть это у них есть где-то там. Но шансов на это тоже немного. Они понимают, что Китай их не поддерживает. То есть чуть ли не открыто там говорится, что поездка недавняя Путина в Пекин была провалом. И Китай им в этом деле не помощник. То, о чем я говорил, и там в Москве хихи-ха-ха, теперь Китай с нами, мы, значит, вдвоем задавим всех. Ничего этого нету. Ну и вот, что они хотят, что они просят. Украина. Тут ведь как все началось, вы помните? Все началось с того, что мы против НАТО. Там Украина делает 10-е, мы, кремлевские, боремся с НАТО. Вот откатите, собирайте манатки, убирайтесь с границы 97-го года. Все, с этим уже покончено, разговора уже нет. Они напуганы тем, что Украина перевооружилась. То есть они же начали все это дело с того, чтобы там никаких систем вооружения на Украине не было. Теперь Украина по сравнению с тем, что было еще полгода назад, она вооружена до зубов. Сейчас они знают и подозревают, что речь в практической плоскости идет о воссоздании в Украине системы противовоздушной обороны. Ну и начался тоже разговор на их все эти ультиматумы с тем, чтобы НАТО откатилось до 97-го года. А сейчас они с ужасом видят, что НАТО, его военная инфраструктура, которой там никогда не было, подкатилась к самым западным границам России. И теперь они упрашивают. Вы только в Эстонии, откуда ракетам летит до Санкт-Петербурга, всего ничего. Вы только в Эстонии ничего не размещаете. Короче говоря, что они просят сейчас? Сейчас Украина вернулась обратно. Они говорят так. Ну, всем же понятно и на Украине, что в обозримом будущем Украина в НАТО не попадет. Я, кстати, разделяю это мнение давно, еще до того, как они написали. Не попадет не потому, что Украина недостойна этого, или народ украинский недостоин. Потому что ее влада в течение многих лет, сколько она просится в НАТО, она не выполняет 2 условия, которые поставили НАТО для этого. Борьба с коррупцией и избавление от московской агентуры в своих рядах. То есть не решим эти 2 вопроса, шансов у Украины никаких.
Вот они пишут, значит, что, ну, понятно, что в ближайшее время Украина в НАТО не вступит. Так давайте найдем какую-нибудь формулу дипломатическую. А вы помните, как они это все выкатывали? Там, железобетонные гарантии, мы вам текст написали, вам 2 дня подписывайте, иначе военные меры. Теперь, ну давайте найдем какую-нибудь дипломатическую формулировку и где-нибудь в каком-нибудь документе все это как-то отразим. Ну, хоть на заборе, там, я хотел что-то добавить, дайте на заборе напишу. Вот и все, это нижайшая просьба. Дальше интересно идет. Ну, Путин, конечно, публично к этому делу отреагирует холодно. Ну, мы с ним поработаем, и он согласится. Деэскалация произойдет, все нормально. Ну, дайте нам что-нибудь, ну, помогите нам. Вот такая ситуация. Я повторяю, значит, я уверен, что это не просто статья. Там так просто люди не публикуются. И тем более такие статьи. Использовать в СУЕ имя Патрушева для обоснования источника. Там прямо фактически указано, что один из источников – это Патрушев. И надо понимать, что он главный там источник. То есть никто не даст в СУЕ использовать его имя. Вот это есть месседж от Кремля Белому дому. Юрий, вот это все обозначил. Юрий, очень все логично, но все равно это же как бы теоретическое обоснование, логическое обоснование. Но мы должны увидеть физические признаки того, что вот откат пошел. Пока мы физических не видим, какими они могут быть, на ваш взгляд, а видим мы, наоборот, эскалацию в море, например, вот эту блокаду морскую, фактическую Украины, новый вызов с юга, с воды, да, и так далее. То есть на практике как может выглядеть это отползание и каким образом Путин будет сохранять лицо перед своими? Понятно, не перед миром, перед миром у него лица нет уже, да, но перед своими. Вот как он объяснит пахан вот эту как бы промашечку? Ну, давайте начнем с того, что называется лицо Путина. Вот американцы, я смотрел, тут недавно были дебаты по Украине, здесь, в Вашингтоне. И меня удивило, что многие люди, которые считаются экспертами, серьезными экспертами по России, по Украине, американцы, они говорили, ну надо что-то Путину дать, потому что вот он вяз в это дело, и как крысеныш в угол загнал сам себя, а теперь там огрызается. Надо что-то ему дать, чтобы он сохранил лицо. Значит, я на это отвечаю, ребята, не волнуйтесь. У него в руках все средства массовой информации в России. Что бы он ни сделал, какую бы глупость ни совершил, они народу объяснят российскому, что он опять всех переиграл. Поэтому последнее, что должен думать Запад, это думать о том, что дать Путину для сохранения лица. Пусть об этом думает Путин и его средства массовой информации. Они это решат. Как он может сделать это практически, допустим? Ну, смотрите, заканчивается учение, и эти 30 тысяч плавно убираются в казармы. Те, которые сейчас в Белоруссии. А потом объявляется, закончились учения Сибирского военного округа или еще какого-нибудь там, которые вот сконцентрировались уже 125 или 130 тысяч на северных границах Украины. И там закончились учения. Потихоньку обратно в казармы, все добились, показали высочайшую боевую готовность, отразить самое страшное нападение НАТО. То же самое в Черном море. Вот так, учения закончились. И потом скажут, ну мы же говорили, вы заметите, как они, обратите внимание, как они все это перевернули, когда попали в угол. Сначала эта речь-то была о чем? Что сначала было это НАТО, потом бог с ним НАТО, не проходит НАТО, давайте за Украину, насчет Украины. Теперь Украина уже закончилась, и буквально в течение последней недели их новый тезис, что это коварная Америка хочет втянуть Россию в войну с Украиной и рассорить два братских народа. Какие мерзавцы! Но мы же умные люди в Кремле. Мы на эту удочку американскую не попадемся, и поэтому этой войны не будет. Ну вот, опять Путин всех переиграл. Понимаете, он раскусил коварный замысел Америки развязать войну между Россией и Украиной. Это звучит смешно, но вот так эти люди играются. Вот такие игры не играются. Это просто
фантастика. Ну да, иногда банан это просто банан, как говорится. Объяснение может быть просто недалекость, например, аналитическая недалекость. Но все-таки вы, говоря о том, что полномасштабной войны, ну, с бомбежками по всем фронтам там не будет, все-таки оговариваете, что это не значит, что не будет ничего, да? Вот как вам такие сценарии, например? Вот сейчас они выкатили в Черное море там весь флот, который там шел, у них там плавает вообще, в принципе. Да, добавили туда, ну, много чего туда перевели. Вот. Допустим, могут ли они подбить собственный, ну, учитывая, что они дома взрывали, чтобы начать чеченскую войну, да, подбить, допустим, свой корабль один другим кораблем, да, подводные ракеты, и никто же не увидит эту торпеду, например, откуда прилетела там, да, и сказать, что это Украина. Или же устроить, допустим, теракт на Керченском мосту, допустим, он падает пролет или что-то такое, и как дальше в развитии, ну раз вы так вот крымчан от России отрезаете, то нам нужен коридор вот физически без моста, значит, до Крыма. Ну и там и с водой может порешать еще вопросы. Вот такой сценарий более локальный вариант вы рассматриваете или нет? Безусловно, рассматриваю. И, кстати, там же в этом послании там указано, что может быть только в том случае, если. Значит, ну вот вы назвали провокацию в Черном море. Я практически исключаю, потому что эти учения, они сейчас как под микроскопом. Спутник американский, натовский летает, все. Поэтому, если они это устроят, они будут пойманы за руку, и тогда все. То есть, это такая, то есть провокация в нынешней ситуации для Кремля, когда они как под микроскопом, она должна быть идеальна. Иначе прокол – это все. Это все санкции обрушиваются сразу, еще никакой агрессии не надо. С мостом. С мостом тоже дело такое. Трудно это все, и потом взвалить на Украину, следы надо показать, сложно. А вот что касается на линии соприкосновения Ордло, вот это другое дело. И по моим данным, значит, за последние где-то 2 недели вот все вагнеровцы, которые были разбросаны по многим странам Африки, там их сотни, если не тысячи. Они там золотишком промышляли, бриллиантами, по ходу дела там людей убивали в пользу там диктаторов местных князьков. И вот их всех за последние где-то 10 дней, 2 недели, их всех на самолеты посадили и отправили, сейчас они в Ордло. Там, говорят, их несколько тысяч, со всего мира собралось эти вагнеровцев. И, что самое интересное, туда приехал Пригожин лично. И сейчас, вот мы с вами разговариваем, первый раз он туда приехал, сейчас я вам скажу, когда же это было-то, ну где-то неделю назад он приехал на пару дней, а вот сейчас он находится там. И вот что-то мне кажется, что это неспроста. Что-то там затевается, именно в Ордло. Но опять-таки, учитывая, как эти ребята работают, они знают, как они работают, за что они не берутся, везде провал, везде. То есть они ни одну операцию, крупную, серьезную, за последние годы, которые проводили, не было ни одной операции, чтобы они не оставили там все возможные следы, как слоны в лавке. То есть тоже очень для них это должно быть стрёмно. Поэтому я думаю, шанс какой-то есть, но я бы оставил ему, что они какую-нибудь провокацию, гадость устроят именно с позиции Ордло. Но я отвожу ей, от силы 10%. А пока это, то есть я вижу его стратегию. То есть они сейчас просят и одновременно шантажируют Белый дом, что если вы вот дадите то, что мы вам просим, то все рассосалось, все разбежались. Но если нет, тогда что они будут делать? Они будут держать напряжение на границах Украины. Украина они считают, что это уязвимое звено для Америки. И они будут сохранять дугу, так сказать, напряженности на границах Украины с тем, чтобы чего-нибудь получить. Ну вот, такая вот я вижу у них стратегия. А смотрите, вот все-таки сейчас не май месяц, как говорят в некоторых кругах, да, и держать такое количество военных в палатках сейчас, на учениях, но мне кажется, ни одной армии это на пользу и в качестве мотивации вообще не налезает никуда. Как вы думаете? Да, это безумие, это просто, я уверен, то есть насчет боевого духа там кто-то говорил, то ли Шойгу, то ли тот же Путин, величайший
Я уверен, что среди тех солдатиков, которые сейчас там сидят в этих палатках в грязи, промерзлые, голодные, больные, эта армия, ей немного надо, чтобы повернуть штыки против Путина. По большому счету. Они его ненавидят, просто ненавидят. Ну, не знаю, насколько. Там же главный фельдмаршал российской армии Шойгу, военная специальность оленевод. Понимаете? Вот Путин такой же военный. Но у меня такое впечатление, что военные, именно профессиональные, доводят в последнее время свое мнение до этих кремлевских. И это добавляет еще неопределенность для Путина и так далее. Я имею в виду вот эти выступления генерал-полковника Ивашова недавние, потом полковник есть такой Ходоренок. Это один из лучших специалистов, который в публичном пространстве в России есть. Причем у него профессиональная совесть есть. Он вот участвует в разных шоу, но он не лепит там, как говорят вот самое на их жаргоне, не лепит Горбатова, он говорит как профессионал. И там картина складывается не очень хорошая. Юрий, но последнее, наверное, что исчезнет у Путина, это такие вульгарные, быдловатые понты. Вот тут у него, мне кажется, равных нет. Он действительно отборный такой рафинированный хам. Ну, потому что никто не возражает. Он расслабленный, он абсолютно распущенный, абсолютно такой... Я хотел бы ваше мнение узнать по поводу этой его знаменитой, ну, типа фразочки такой, афоризма такого путинского, быдлячего. Типа «моя красавица», значит, «терпи, моя красавица». Намек на, понятно, на изнасилование. Ну, если это мужчина и женщина, понятно, что, да, нравится, не нравится. С одной стороны, во-первых, я хочу узнать, как бы вы ответили Путину лично, вот если бы он при вас это сказал, да, вот мне просто интересно. Вот. И второе, не кажется ли вам, что вот и в ходе визита Макрона и вообще, что он ведет такой торг? Да, я типа отойду, но Минск давайте продвигать. То есть торг идет на уровне война и Минск, война или Минск, да? Вот такой шантаж может идти, подковерный, потому что по фразам, ну, может, пробивается это где-то, да, в разговоре с Макроном, ну, где-то в разных местах все время вспоминают про Минск, да? Как вам такая версия? Ну, сразу отвечу, так, экспромтом на ваш первый вопрос. Я бы ему сказал, если бы был на месте Макрона, ведите себя прилично, вы не в своей питерской подворотне. И на этом бы закончил. А что касается торга, ну... Крысеныш огрызается. Он понимает, что Макрон не решает в этом вопросе ничего. Макрон приехал в Москву для того, чтобы решать свои собственные вопросы. У него выборы в апреле месяце. И что там он привезет оттуда, это дело десятое. Но вот он делает вид, что у него есть карты, он блефует, он торгуется. Но на самом деле я считаю, что вот тот месседж – это активное мероприятие, о котором я в самом начале рассказал. Оно более важно, чем все, о чем рассказывает Путин. То есть на войну он не способен. Просто не способен. И те аргументы, которые они выдвигают, вот если вы сделаете то мы ответим этим. Ну и получается, что там, самый страшный ответ. Вот вы грохнете на нас вот эти санкции из ада, но у нас ведь 600 миллиардов долларов в загашнике в различных там фондах накопления есть. И у нас есть Китай. Вот вы отрежете Европу от нашего газа, а мы его все на Китай пустим. Это детский лепет, который, ну, любой человек, который внимательно читает даже российские газеты, он должен понимать, что это просто детский лепет. Потому что Россия сейчас продает газ в Китай в убыток. Вот есть в России независимый один эксперт по этим газовым делам, Крутихин. Недавно я его слушал, он ссылался на документ, который он видел, газпромовский документ. Надпись: «Когда окупятся наши затраты на строительство газопровода «Сила Сибири-1»?» Ответ: никогда. Понимаете? Это сейчас. То есть они на свои деньги построили провели газопровод до границы, а после этого Китай им дал такую цену, по которой они никогда не используют. И теперь, если их отрежут от Европы, то Китай им вообще даст еще в 2 раза меньше цену, и они будут работать на Китай бесплатно. То есть Китай никак им не заменит те санкции и не возьмет на себя, кстати. В чем провал
визита Путина в Пекин. Он-то ехал туда с главной целью – получить от Си обещание, что если на Россию навалятся все эти санкции, то Китай возьмет на себя бремя компенсации финансовой и экономической этих санкций. Китай ответил решительным нет. Китаю это все не нужно. Более того, китайцы пишут, что если Китаю пришлось бы выбирать между Россией и Украиной, Китай не стал бы выбирать. Китай говорят, что нам эти две страны абсолютно важны. И мы хотим, чтобы вопрос решался исключительно дипломатически. То есть Китай ему уже сказал, никакого вторжения в Украину. Почему? Почему Украина важна для Китая? Потому что, как пишут китайцы, Украина в последние годы экспортирует, в общем, 80%, как пишут китайские газеты, я подчеркиваю. Вот я читал South China Morning Post. Они пишут, что 8% импорта зерна в Китай идет из Украины. Но хотя мне прислали здесь российские данные, согласно которому это не 80, а 30. Но даже если взять 30, это стратегически важная часть китайского импорта, потому что острый вопрос продовольствия очень острый для Китая. Таким образом, он куда вот ни повернись, он пытался разыграть там какие-то противоречия в НАТО, все это провалилось. На Западе фактически монолит. На юго-востоке фланга НАТО Эрдоган, тоже не подарок. А теперь еще Китай на юго-востоке, и тоже оказывается не подарок. То есть он полностью изолирован. И его ближайшие подручные пишут Вашингтон, Белый дом, ищут сепаратного мира. Как помните, генерал Вольф в 17 мгновений весны, да? Генерал Вольф с Даллесом искал встречи. Вот такая вот ситуация. Что я хочу добавить по поводу упомянутого вами потока силы Сибири-1. Я просто работал тогда в одной большой газете в Москве. Вот. И когда как раз этот, по-моему, Виксельберг его строил, я не помню, кто там строил, вот, точно не помню. Но когда они трубу туда тянули, значит, все писали не только там о коррупции, каких-то там внеконкурсных вещах, а писали открыто, тогда еще более-менее как-то свободно это было, что выше $30 даже они не планировали продавать, ну тогда, по тем рыночным ценам. Это была себестоимость, реально. И его никогда не планировали как прибыльный. Вот что интересно, это открытая аналитика была. Это просто была какая-то, я не знаю, там, как это назвать, вы это данью называете, но это точно не про бизнес было, с самого начала не про бизнес, да. Ну, во-первых, это дань, с одной стороны, плата за крышу. Они надеялись на крышу, но про крышу они не договаривались. Они сначала решили проплатить, а потом будем договариваться. Идиотизм. Даже для гопников это идиотизм. Но кто это строил все? Это же строили ближайшие люди Путина. То есть они стояли, так сказать, как фронт, за ними это Путин. То есть себе в карман они все это положили. Безусловно. Они не остались. Конечно. Россия это оказалась ни при чем. Конечно. Хочу вот что уточнить. Я слышал у вас в одном из ваших потрясающих стримов, на самом деле, я не шучу, и мне действительно очень нравится, как вы все излагаете, просто слова одного не выкинешь. Вы упомянули про туалет типа сортир, которые, по вашей информации, значит, возят за Путиным. А про Китай это был как раз эфир ваш про Китай. Как его, значит, как он туда вынужден был, видимо, без туалета ехать или как-то. Вот. Но сам факт, вот что есть подозрение такое, что он это делает, вот такой туалет, потому что Брежневу когда-то залезли там в канализацию американцы, там какие-то анализы, и что вот он чем-то болен, и чем-то таким, что можно диагностировать вот с помощью отбора, я прошу прощения, вот этих, ну, выделений, он же сам все говорит, они ходят, тут выделения собирают, значит, по всей России. Ну, я тут промолчу, да, это теории заговоров, наверное, это профессиональные у таких вот недо-КГБшников, да, вот. Но интересно, что вот Ксения Собчак, которая очень близка к Путину, она в эфире украинского телеканала, крупного достаточно, сказала почти дословно следующее: он в прекрасной физической форме, я не верю ни в какие перемены в обозримом будущем во власти России, он абсолютно здоров. Вот где тут цимис? Ну, понимаете, возить за собой туалет, и он отнюдь не маленький, в портфель он не поместится, это серьезное мероприятие. То есть, и он знает, что об этом знает. Это его проблема.
И тем не менее он это делает. То есть для меня это однозначно свидетельствует о том, что он хочет скрыть от ЦРУ, следовательно, от американцев, от европейцев, чем он болен. Но если такие меры предпринимаются, то наверняка речь идет не о насморке, не о ангине, а о чем-то, наверное, очень серьезном. Ну, наука, да, я сам замечал, я внимательно наблюдал за его, так сказать, внешним видом, поведением. У него вот как-то так вот было спады, так улучшалось, то есть сначала были периоды ремиссии, рецессии, вот это одно другое менялось. Но где-то вот буквально за пару месяцев до летней встречи в Женеве с Байденом он как-то так воскрес, как это говорится, воскрес из мертвых. Ну и эта тенденция до сих пор продолжается. Насколько она будет продолжаться, я не знаю. Но у меня полное впечатление, что они забыли. То есть до этого я видел такое шевеление среди них, что готовится там своего рода что-то вроде транзита, как в Казахстане. Но после событий в Казахстане он, наверное, понял, что никакого для него мирного транзита и счастливой пенсии не будет. То есть надо оставаться до гробовой доски. А что касается Ксении Собчак, ну, ребята, это же, как бы вам сказать, это кремлевский троянский конь, внедряемый в информационное пространство Украины. И это отражает стратегию Кремля. Поскольку я всегда говорил, что у него есть два рычага. Украина – это для него навязчивая идея. Он помешан на этом. Это психологическая для него болезнь. Он не может ее оставить в покое. Это как вот красавица, которая гопника послала. Угу. Он так хотел. Точно. И он теперь и мстит. Понимаете? С одной стороны, это возможность, то, что он делает сейчас со своими войсками. Это стрёмно. Тут можно огрестить по полной программе Запада. Но можно же, и хорошая возможность для этого есть, это все сделать изнутри. И тогда, может быть, никаких... Будет, возможно, даже лучший результат. Более, менее, так сказать, затратным и более эффективным. То есть, с одной стороны, использовать агентуру, с другой стороны, информационная обработка, активное мероприятие. То есть, я вот так вижу, Ксения Собчак потенциально это троянский конь кремлевской пропаганды в украинском информационном пространстве, которая придет к вам с месседжем. Мы же все братья, давайте обнимемся. Насчет Крыма мы забудем. Ну, произошло. Да. Это мы забудем, это мы не обсуждаем. Ну и Вардло мы тоже не обсуждаем. А после этого, да, давайте дружить. Это как все равно, знаете, к вам пришел босяк, забрал у вас гараж, машину оттуда, привел свою пьяную тещу с алкоголизмом и поселил в одной из ваших комнат, а теперь говорит: Вася, мы же с тобой друзья, сколько мы водки выпили с солью, да, давай будем братьями. Но сарай у тебя забрал, машину забрал, и теща моя будет жить у тебя. Вот так примерно такая вот любовь и дружба, которую предлагает Кремль Украине. С классными образами разговор у нас идет. Я хочу сказать, что там еще в этом эфире, ну, кроме того, что именно точный месседж, она такая грустная, Путин никуда не уйдет, это навечно, он сильный там альфа-самец, про Крым, ну, вы же понимаете, ну, это нереалистично. Вот давайте поговорим про... Понятно, про что? Про Минск, про вот эту раковую опухоль, имплементацию ее в Украину. Это повторяется уже 8 лет, в дверь в окно и так далее. И она хочет, наверное, там приехать, может интервью взять у Зеленского. Там. Она же себя подает как журналистка, и почему-то ее подают у нас как журналистку некоторые, да, телеканалы. Но еще там, ну, есть варианты, там, может быть, телемостов каких-то. Это, конечно, очень стрёмно, потому что были попытки со стороны мураевских СМИ такое делать, и они были резко встречены, ну, в штыки просто. И теперь про Мураева. Вот что интересно. Я тут вообще не понимаю, что происходит. Может быть, вы знаете с той стороны. Но, по сути дела, Запад показал, что вот этот человек, на него ставит Москва. И он не на допросе в СБУ,
а на эфире в праймовом ток-шоу. Что бы это значило, на ваш взгляд? Не знаю, я как-то не следил за его карьерой, Мураевым, но у меня общее впечатление, что если есть планы, ну там же каждый, понимаете, для окружающих люда, который вокруг Путина, вот это заварся, а это еще возможность сделать деньги, предложить свои услуги, какой-нибудь план, самый идиотский и безумный. Вот если это есть у кого-то такой план про Мураева или там еще кого-то, Медведчука или еще что-то, безумные все планы, потому что, ну, мне понятно, что вот сейчас в этой ситуации Кремлю совершить здесь государственный переворот и посадить тут своего человека, это не так-то просто. Тем более, ну, человека с подмоченной репутацией. У них есть агентура, которая глубокого залегания, так сказать, которые там связи ведут еще к 70-м годам и так далее. То есть они могут найти более нейтральную личность, но я не вижу сейчас, чтобы они вот кого-то там разыгрывали, уже готовили к замене Зеленского. Но проблема в том, что по линии спецслужб, ну и вообще исторические связи между Россией и Украиной, они настолько давние, настолько тесные, что мало найдется людей в Украине, которых можно посадить или избрать на самый высокий пост, и чтобы Россия не попыталась найти концы, при помощи которых можно будет установить или попытаться установить с этим человеком тайный контакт. То есть они будут продолжать эти попытки надолго. То есть вообще я считаю, что стратегически единственная возможность для Украины стратегически решить вопрос безопасности, чтобы в Москве наконец-то поняли, что здесь ловить нечего, это все. Украина должна войти в формальный военно-политический альянс с Западом. Ну, НАТО это проигранная партия, я имею в виду на обозримое будущее, и она проиграна украинской элитой. Потому что, ну вы меня извините, 2 года не назначить прокурора специального антикоррупционного, это стейтмент, это заявление. Мы нифига не делаем и не будем делать. То есть публично можно говорить о желании вступить в НАТО, но сами понимаете. Нужно искать другой вариант. И такой вариант, он просматривается. Вот намечившийся альянс или ось Великобритания, Польша, Украина. Сюда же, возможно, могут подойти страны Балтии, возможно, Румыния. И вот вам мини-НАТО. И оно будет более действенным и энергичным, нежели старое НАТО, которое включает в себя, ну, некоторые, я бы сказал, дряхлеющие страны старой Европы, типа Франции и Германии. Юрий, скажите, пожалуйста, вот вы Британию упомянули. Кроме действительно активной внешней политики, мы смотрим абсолютно, но, на мой взгляд, блистательного Бориса Джонсона. Сейчас он просто исполняет так, как вот искренне он из НАТО делает ролики там про Украину, он открыто говорит такие вещи, которые наш президент не говорит, да, рядом с ним находясь, и так просто Путину открыто говорит, что украинцы будут там, ну, резко, действительно, риторика резкая. У Владимира Александровича Зеленского риторика более такая, ну, как он говорит, мудрая, осторожная, как это, терпение, вот то, что сдержанность такая, да, не поддаваться на провокации. Но это опять, это выбор политиков, бог с ними. Значит, я хочу узнать, вот интересно, на ваш взгляд, насколько сильным сдерживающим фактором, ну, кроме военной помощи, кроме политических союзов, о которых вы в том числе упомянули, играет вот эта угроза, вот эти все деньги, они большинство, ну, во многом они в Британии, они в Америке, конечно, есть, но очень много в Британии вот этих денег, как бы оставить их без всего, без вот этого. Ну, я имею в виду окружение Путина, его ближайших там родственников его ближайших там министров, военных и прочее, прочее, прочее. Да, это колоссальная угроза. И это прямая угроза, которая сейчас привезла Лиз Трасс на переговоры с Лавровым. Насколько я понимаю, она ему сказала в лоб, что если будет вторжение, то мы вас зачистим здесь под корень Великобритании. И не только Великобритании. Нет такого места на земном шаре, на Западе, где мы бы вас не нашли.
То есть они скооперируются в этом деле с Соединенными Штатами. И это сильнейшая, да, это сильнейшая угроза. Наконец-то наконец-то, и в этом опять-таки, вот понимаете, вот Путин, за что он не возьмется, и везде это, оказывается, бумерангом ударяет по нему же. Вот они начали помогать там Трампу стать президентом. Он стал президентом, без их помощи. Но они помогали как слоны или как медведи. Все обозначили, показали, провалились. И в результате Трамп, вместо того, чтобы им помогать и быть их пуделем, вместо этого он 4 года отбивался от обвинений, что он путинский агент. Возьмите Великобританию. Ведь что там происходило последние 30 лет, это мало кто знает. Вот Брексит. Брексит, там было такое же вмешательство российских спецслужб с целью повлиять на выход Великобритании, как вот и вмешательство с целью избрания Трампа. А разница там между теми, кто за выход Великобритании, против, там где-то около 4%. Ну, там, да, там мало было. Короче говоря, там был подготовлен убийственный доклад. Я как-нибудь его освещу в одном из своих стримов. Подготовленный англичанами же по поводу вмешательства России. А на этом Брексите Джонсон стал премьер-министром. То Джонсон прилагал невероятные усилия для того, чтобы не дать опубликовать этот доклад. И сейчас Джонсон, он оказался так примерно, где и Трамп. То есть там, где Россия хотела получить, во-первых, Брексит, нанести удар по европейскому единству, они думали, что Великобритания выйдет и теперь все ослабит. Ничего подобного. Они получили Великобританию, которая посильнее, чем ЕС сейчас выступает. Ну и, наконец, того же Джонсона. То есть вот за что не возьмется, и все это обухом, в конце концов, по голове. Ну, это какой-то, как говорят про них, антимидас такой, да? То есть к чему не прикоснется, да. Антимидас, да. Вот смотрите, я никогда не имел, в отличие от вас, отношения ни к никаким структурам разведки, ни к аналитическим, просто не знаю, как это работает, да? Но я думаю, что, в принципе, психологический портрет – это то, чем занимаются, наверное, в спецслужбах, да? И личности, политика и так далее. Почему я был очень против вот этой длинной пресс-конференции Зеленского первой, 16 или 14 часов, когда, ну, под конец человек уже отвечает, ну, совсем уже искренне, он уже не может там, ну, как-то политически лавировать, да, и, наверное, портрет составляли. Но я хочу не о том, что не об этой ошибке, как я считаю, нашей власти, а я хочу о том политическом портрете, который можно по открытым источникам вот составить Путина портрет. Вот этот длинный стол, который мемом стал, да, с Макроном. И это тоже был огромный стол с каким-то иранцем или кто-то там приезжал, просто вообще там не доплюнешь даже вот в плевалку вот эту школьную, там, ну, невозможно. Вот. И вот, ну, видно, что человек боится, значит, реально заразиться коронавирусом. Хотя вроде там, наверное, он и вакцинирован всеми вакцинами, какие только можно там засунуть в человека. Да? О чем, во-первых, это говорит? Может ли такой психотип человека начать ядерную войну, о чем опять сейчас риторика идет, они накручивают ядерную, именно ядерную риторику сейчас. Значит, насколько он боится и... Исходящий из этого вопроса, что должно или может произойти, чтобы... Иногда же ведь жизнь, она бумеранг напоминает, да? И вот ты роешь другому могилу. Есть такая, кстати, русская поговорка: не рой могилу другому, да? Вот что может или должно логически произойти, чтобы Путин отведал новичка, вот, например, своего любимого коктейля вот этого? Ну, смотрите, что касается Путина, психотип. Вот на Западе, как ни странно, хотя здесь этим занимаются, там тут даже есть специальность профайлер, который вот профессионально занимается там на всех уровнях. Это как, допустим, настолько же популярно, как психолог сейчас. До последнего момента это было какое-то дикое непонимание Путина. Вот он изображает из себя мачо, и они это все воспринимают как мачо. Он изображает, что я типа сумасшедший, я полон решимости, если... за ценой не постоим, под принципиальным вопросом на красную кнопку нажму. И это они все верили. На самом деле, если посмотреть психотип Путина, это трус, реальный трус. Вы вспомните, вот как что случится в России, он же никогда первый не вышел, не принял удар на себя, не взял ответственность на себя. Он, как всегда, уходил под корягу. 2-3 дня, 4 его нет, ждет, пока все рассосется, а потом он появляется.
То есть это человек, который... Это вот 5-я линия Комитета госбезопасности. Главное не подставиться. Главная цель. Исходя из этого, я давно говорил, что это последний человек, который нажмет кнопку. Не только потому, что он трус, а еще потому, что, ну, как писал Карл Маркс, почему пролетариат пойдет на революцию? Потому что ему нечего терять, кроме своих цепей. Революция – это то же самое, что ядерная война для Маркса была. Человек, который завален дворцами, яхтами, миллиардами. Это все идет, это безумное накопление, он не может остановиться. Но это говорит о человеке, о его ценности в жизни. Какая война? О чем вы говорите? Вы посмотрите, даже и друзья его, вот хотели они сделать ему подарок. Говорят, скинулись и построили за эти 3 миллиарда ему в Геленджике дворец. Если бы они видели его, что это борец за идею, за величие России там, и так далее, они бы на эти деньги построили бы авианосец. Назвали его Путин, поставили бы там истребители 5-го поколения, он бы бороздил большого простора океана, Путин везде, флаг, понимаете? Но им даже в голову не пришло, потому что они знают психотипа этого чмо. Ему нужен дворец, 25-й там или 26-й. Поэтому забудьте про ядерную войну. Это, кстати, традиционное, самое старое активное мероприятие Советского Союза. Десятилетия. У нас в резидентуре, я помню, был случай, когда... То есть время от времени надо было показывать Вашингтону, что у нас в Кремле идиоты сидят, с которыми лучше не связываться. Есть какой-то спор, лучше простите их, потому что нажмут на красную кнопку. Вот типа такие, да, ненормальные. Да, это было активное мероприятие. На самом деле в Кремле они дрожали, как осиновые листы при одной мысли о ядерной войне. Так и сейчас. Вот он бряцает этим ядерным оружием в надежде. Но сейчас, слава богу, у меня такое впечатление, что вот в Вашингтоне, во всяком случае, начали понимать, что это блеф. И это великое понимание, потому что вся мощь Путина, вот он разыгрывал, ну что такое Россия? 1,5% ВВП мира. Даже посмотрите их вооруженные силы. Они созданы для понтов вот по периферии России. И единственное, что у него оставалось, чем он бряцал там, да, показывал, мы великая страна, это ядерное оружие. А вот теперь сказать, Вова, да плевать мы хотели на твое ядерное оружие, мы же знаем, что его никогда не применишь. И все. И нету Вовы, нет России. Вот такая ситуация. А вот про страх новичка, насколько вот он боится? Да, навязчивая идея. Это человек нездоровый, в том числе и психически нездоровый. Он подозревает везде заговоры, он не доверяет своему ближайшему окружению. Как я вижу, то со стороны он пару-тройку месяцев поменял, вот после того, как Зинича, вы помните, внезапно один из его старых друзей, министр, он, по-моему, чрезвычайных ситуаций был, Зинич. Да. Поехал он в Сибири, там на берегу реки, внезапно упал в обрыв, там скончался, а он чуть ли не близкий друг был. И после этого Путин залег под корягу, он не был, нигде не появлялся несколько недель. У меня такое впечатление, что вот тогда он заменил всю свою охрану. По-моему, у него охрана сейчас не связана с ФСБ, она связана с военными. Ребят там взяли, откуда там издалека, из тьму таракани, чтобы без связи было и так далее. И вот набрал себе новых. У него паранойя, реальная паранойя, потому что он боится этого же самого новичка, он боится, а там кроме новичка там есть еще сотня других всевозможных. То есть человек живет в страхе. Смотрите, вот я как журналист знаю, что есть такое медийное явление, как пресыщение информации или трендами какими-то. Ну вот надоедает, да, одно и то же. Вот они 8-й год лепят Горбатова, значит, про Украину, что вот там фашисты и так далее. И вот мы сейчас нападем, они уже год, уже там и Жириновский, который сейчас издыхает вроде как, да, бомбить Киев, ядерная бомба, там все дела, да. А просто смотришь, даже на улицах какие-то любительские опросы или там социологические, ну как-то боевой дух-то, может, они перекормили вот с этим внутри, на свое же население, уже к этому серьезно не относятся, да, и нет такого бодрячка такого, да, сейчас мы пойдем там в бой порвем там всех, это вот что касается внутрь. А что касается наружу, вот, Юрий, как вы думаете, как долго можно торговать страхом, вот этим напряжением, вот, или есть какой-то момент, когда это станет уже просто смешно?
Ну, в Штатах это поняли, в Вашингтоне. У меня вообще такое впечатление, что здесь твердое принято решение с этой гадиной наконец-то ее так или иначе удавить. Иначе вопрос не решается. То есть я всегда говорил своим американским друзьям: ребята, если вы хотите понять, что такое путинский режим, прочитайте Булгакова «Собачье сердце». То есть вот до сих пор они проводили по стране в отношении к Путину операцию, я ее называю условно профессор Преображенский. То есть с ним говорили, хотели из него сделать человека, за стол с собой посадили. Он ноги на стол, они ему опять: ну нельзя так делать, опять там. Нос ему вытрут, ну нельзя, веди себя прилично. Но у меня такое впечатление, что все. Вот это последнее уже, но это было уж слишком, too much, как говорят в Америке. И сейчас вступает в силу операция «Доктор Борменталь», когда принято решение вернуть пациента в первоначальное состояние. Он достал. Европа, она хуже, а и в этом плане. Вот. Но у американцев я вижу такое твердое желание, потому что, понимаете, это нужно им стратегически. У них все-таки стратегическая задача соперничества — это с Китаем. И тут этот подвернулся, который отвлекает внимание от Китая, американская, и таким образом дает возможность маневра. То есть американцы сначала хотели как-то, была у них шальная идея у некоторых, как-то договориться с Путиным, чтобы он перестал валять дурака и чтобы сфокусировать внимание на Китае. Но теперь они поняли, что этого не получается, поэтому с ним надо решить вопрос. Я бы сказал так. Я задам вам последний вопрос, но он мне очень лично интересен, нашей аудитории интересен, я уверен на 100%. Вот какую роль в стратегических планах Путина, вообще какую роль во всей этой истории играет Крым? Ведь с него все началось, да, как обычно бывает, с чего начинается, тем и заканчивается, да. Вот Крым на этой его геополитической карте путинской, что он хочет дальше? Ну, что он хочет? Он хочет его осваивать, надеется, чтобы он остался навсегда там. Это военно-морская база, это вооруженные силы эти. Хотя еще во времена Советского Союза у нас говорили: вот Северный флот, Тихоокеанский флот, а Черноморский Чи-флот, Чи-не-флот, да, это такой был парадный флот. Потому что, ну, в случае войны большой с НАТО перекрывается, Босфор и Дарданеллы, и Черное море превращается в внутреннее озеро, и что там с этим флотом делать? Вот. Но он, это для него детище. Почему он туда влез? Ну, посчитал, что это то, где плохо лежало. Понимаете? Но все-таки это территория, которая в составе Украины, она была относительно недолго по сравнению с другими территориями. Потом там смешанное население было. Но там замена населения была, просто замена населения. Да, замена. Туда населили, там большое количество было именно россиян. Он был милитаризован в значительной степени. Российские же войска там присутствовали, флот. То есть его было легко взять, как он считал и как это оказалось на самом деле. Сейчас оказалось, что это обуза. То есть это сильная обуза. Как я понимаю, он прибыли, Крым для него приносит, практически не приносит. Да какая там прибыль? Там одни расходы, да, там прибыли нет никакой. То есть из него сделать Анталию, второй центр мировой курортной индустрии, они же никогда этого не сделают. Нет, но в плане того, что российское быдло, вот, которое в Анталии раньше было, теперь в Крыму, вот в этом смысле можно, конечно. Да. Ну, да, но на быдле-то далеко не уедешь, поэтому это экономическое, финансовое бремя. Но, с другой стороны, возможность там потрясти, мы черноморская держава. За черноморскую державу боролись там Потемкин, Ушаков, Екатерина II. Тогда это была проблема. А сейчас, когда от принятия решения в Белом доме до нанесения удара в любой точке земного шара всего час, какая разница, есть ли там у России база или нет? Она совершенно бессмысленна с точки зрения военного искусства для России. Ну так вот, откусили теперь как кость в горле, ну а куда денешься? Куда денешься? Я думаю, это все закончится. Я помню, в 80-е, 70-е годы американцы же никогда не признавали Прибалтику частью Советского Союза. И в 80-е годы кто бы мог подумать, да, что Прибалтика станет Балтией, государствами Балтии. То есть с кончиной этого режима, я думаю, произойдут большие изменения. Но
тут задача Украины большая. Ведь если бы уровень жизни в Украине был выше, чем в Крыму и так далее, то это была бы совсем другая привлекательность. То есть задача Украины, ее власти как-то так наконец-то подумать об экономике, о развитии экономики. Но для этого нужна стабильность. То есть нужно решить вопрос вот с Путиным, а потом уже все остальные вопросы. Так. Ну да, сегодня цифра была, на которой можно закончить наш сегодняшний очень увлекательный для меня лично и для зрителей, я уверен, разговор, что 286, по-моему, миллиардов долларов потери Украины за эти 8 лет, вот, начиная с оккупации Крыма, экономики. Я уж не говорю про коррупцию, это мы все понимаем, знаем и видим здесь, да. Да. Дорогой Юрий, дякую вам дуже. Чок Саволнс, как у нас крымских татар говорят. Вот. Хорошего вам дня. Спасибо, что нашли время пообщаться в очередной раз. Ждем вас снова и снова. И всяческих вам удач. Спасибо за внимание. Всего вам наилучшего. Удачи. Украине сейчас нужна удача. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо всем, кто нас постоянно смотрит. Спасибо всем, кто подписывается на наш YouTube. YouTube АТР перевалил очень довольно быстро за 100-тысячную отметку. Продолжает активно расти. Вот. И мы этому очень рады, особенно в связи с тем, что из-за, ну, так скажем, проблем с финансированием государственным спутники пока не работают. Надеюсь, что заработают, но мы все надеемся на это. Но пока вот такая ситуация. И на этом фоне очень важно то, что вы не просто подписываетесь, смотрите, репостите, комментируете. Это на самом деле и это очень важно, да. Но и важно то, что многие из вас подписываются на Patreon. Люди, которые хотят помогать, пусть какой-то суммой, неважно, но хотят помогать регулярно своему любимому каналу, зная, что тут действительно все по-серьезному, все интересно, все для вас. И ни одного лишнего слова, ни лжи, ничего такого нет. Мы не отвлекаемся ни на что, кроме главного. Крым, Украина, противостояние России, справедливость и так далее. Русский рейх будет уничтожен. И ваш вклад в это дело, общее дело, всего теперь уже человечества, должен быть не последним. Всего доброго, смотрите АТР, до новых встреч.